Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Беларускі рубель пачаў імкліва слабець. Вось гляжу звесткі. За 24 жніўня курс долара США павялічыўся да 2,55 беларускіх рублёў, еўра да 3 і амаль 3,020. Што, кажучы па праўдзе, цалкам чакана. Пра гэта папярэджвалі як незалежныя, так і залежныя афіцыйныя эксперты. Вось толькі прычыны гэтых вось і курсавых ваганняў, росту і эканамічных праблем кожны з экспертаў называў розныя. Ці сапраўды, як сцвярджае Лукашенко, эканамічныя праблемы у нас з-за пратэстаў і забастовак. І калі в абменнік бегчы позна, як любіць казаць Вадзім Іосуб, то што рабіць? Вось пра гэта мы зараз і спытаемся у самого Вадзіма Іосуба, фінансавы аналітык у нас у гасцях. Добрый день, спадар Вадзім. Здравствуйте. Спадар Вадзім, ну вось вы днямі так напалохалі усіх сваім допісам у Фейсбуку, што в абменнікі бегчы позна, так вот коротко і написали. Ну яшчэ было такое, што на 3 дня засталося валюты. Да. Так што з гэтых двух ваших страшылак на сёння адпавядае рэчаіснасці? Што бегчы позна, ці можа таму і бегчы позна, што уже скончылася з моманту вашего допіса акурат 3 дні і прайшло? Ну, сейчас тот редкий случай, когда, наверное, в обменник бежать не поздно, по одной простой причине. Скорее всего, тренд на подорожание валюты достаточно устойчивый, и валюта дорожать будет дальше. Мы не располагаем оперативной статистикой, кто именно покупает валюту. Такая статистика приходит с запозданием. О ситуации по августу мы будем знать в сентябре. Но раз валюта устойчиво растет, а мы видим достаточно сильный рост и в прошлую пятницу, и в этот понедельник, значит, ее активно покупают. Очевидно, что валюту активно покупает население. Скорее всего, валюту активно покупают предприятия, и по косвенным признакам, по-моему, к этому присоединились и банки. То есть просто вот на свои свободные рубли тоже покупают валюту. Если все покупают валюту, то она растет. Если будут продолжать покупать, она будет продолжать расти. Поэтому, наверное, еще не поздно идти купить валюту. Завтра будет дороже, чем сегодня, а послезавтра дороже, чем завтра. Ну вось Сімона Грос адразу ж каментуе, што абменнікі пустыя. І сапраўды, вот у пятніцу мы адправілі адмыслова свайго журналіста схадзіць, і адзінае, што вот ён у бліжэйшым абменніку ў банку змог знайсці, это сказалі, ну вось апошнія $10 засталіся. Ну, часто прайшоў, можа, там аднекуль там з заначкі, Нацбанк нешта дастаў, ці што, ці сапраўды вось абменнікі пустыя? Вот ваши назіранні. Ну, к сожалению, наверное, у меня нет общей картины по всем обменникам. Тут как бы есть риск там пройти по 10 обменникам, там, например, в центре города, и попытаться эту картину распространить там на всю страну. Вообще, когда возникает повышенный спрос на валюту, часто возникает дефицит валюты по техническим причинам. Кстати говоря, ровно такая же ситуация была в конце марта, когда валюта начала активно дорожать. Несколько дней у всех было приковано внимание к тому, что вот тут очереди, тут нет валюты, тут валюта кончилась, но через несколько дней она появилась. Она была более дорогой, но как такового дефицита валюты не было. Надо понимать, что наличие вот зеленых бумажек в обменнике, да, это тоже определенный технологический процесс. То есть, если быстро все купили валюту, то банку надо где-то валюту заказать. Да, там, имея безналичную валюту, например, на счете в иностранном банке, в каком-то европейском, надо вот буквально там
самолет валюты сюда привезти, да, или если там речь идет о дочках каких-то российских банков, они, может быть, там из России сюда валюту возят. Если возникает резкий рост спроса, вот все бумажки раскупили, это не говорит, что у банков нет валюты, да, но могут быть временные какие-то перебои, что вот надо заказать, привезти наличку. Я думаю, в ближайшее время так и будет. Глобального дефицита, как это было в 2011 году, я сейчас не жду. По одной простой причине, потому что курс плавающий. Вот когда спрос рос, а курс держали, ну, банкам было неинтересно по такому маленькому курсу продавать, да, и просто валюты не было. Сейчас на рост спроса растет курс, поэтому вот это отсутствие валюты, мне кажется, временная техническая проблема. Она будет, более дорогая, но будет. Давайте все ж таки разбяремся у прычынах. Вось вы прыгадалі 2011 год, тады, калі я не памыляюся, па перакананні Александра Лукашэнкі, валюта пропала, тому что усе поехали за танными машинами в Россию. Ну, карацей кажучы, вывезли люди, сами виноватые. Потым, калі у нас былі такія ж вот скачкі там курса долара ці абвал беларускага рубля, мы заўсёды гэта звязвалі з тым, ну вот нафта патаннела, расійскі рубль патаннеў, мы прывязаныя, і беларускі патаннеў. Ну вот было і такое. Зараз прычына ў чым? Ну, обвинять в чем-то людей вообще это большая глупость, потому что у нас не люди отвечают за курсовую стабильность, за это у нас отвечают государственные органы, Центральный банк. Люди, существа очень простые, они стараются делать то, что им выгоднее. Сейчас, на самом деле, напрямую связывать ситуацию с 2011 годом, наверное, не получится. Мало чего общего, слишком сильно ситуация отличается. Во-первых, тогда была совершенно другая денежно-кредитная политика, и экономическая политика, прямо скажем, гораздо хуже, чем сейчас. Главный элемент той политики мы уже упомянули, это фиксированный курс. Чтобы не было, как бы не рос спрос, вот держать курс там 2 800 там, или 3 там с чем-то, это еще до деноминации. И все. Сейчас этого нет. Другой момент, то, что происходит сейчас, безусловно, происходит на нынешнем политическом фоне, таком фоне, которого ранее у нас в истории не было. На самом деле, мне кажется, по большому счету, политическая кампания началась с рейдерского захвата Белгазпромбанка. Уже тогда, мне кажется, люди стали терять уверенность в банковской системе. То есть, если такое может произойти с банком, у которого там крупнейший российский акционер, то с любым другим банком может вообще произойти все, что угодно. Безусловно, после этого происшествия люди стали выносить свои деньги в первую очередь из самого Белгазпромбанка. Ну и я думаю, и из других банков тоже. По итогам июля срочные рублевые депозиты с начала года сократились примерно на 200 миллионов рублей, а валютные депозиты сократились и вовсе на 600 миллионов долларов. Ну, если люди выносят валюту, они, может быть, ее кладут под подушку. Если люди выносят рубли, то наверняка на эти рубли они будут пытаться покупать валюту. Ну а события последних 2 недель после выборов, после всего того, что сразу после выборов произошло, я думаю, уменьшили веру в экономику государства. В государство как таковое уже, наверное, просто никто не верит. И в этой ситуации белорусы хорошо научены, что делать, покупать доллары. Все ж таки, вот я сказал про тое на пачатку нашей размовы, про тое, что Сергей К. піша гук ціхі. Паспрабуйце гук зрабіць гучнейшы у вашым камп'ютары, ці пра што вы там слухаеце. Парада вельмі простая, таму што мы вядзем трансляцыю са студыі, і у нас, дзякуй Богу, з тэхнічных праблем з гукам няма. Ўсё ж такі, спадар Вадзім, вот гэтыя абвінавачванні, што
вот пратэсты, яны тут спынілі нейкую там дзейнасць, там нейкі імідж краіне надалі негатыўны, забастоўкі на заводах. Вось гэта прычына таго, з чым вы зараз у эканоміцы і ў жыцці ў тых же самых абменніках і сутыкаецеся. Гэта словы з прапаганды. Але ці адпавядаюць яны рэчаіснасці? Это, безусловно, пропаганда, это, безусловно, глупость. Во-первых, если мы обсуждаем забастовки, то мы знаем, что тотальных забастовок у нас нету. Одни предприятия бастуют, другие не бастуют, кто-то бастует час, кто-то день побастовал и прекратил и так далее. Во-вторых, даже если предположить, что вот там с завтрашнего дня вот вся белорусская экономика, государственная ее часть начнет бастовать, это никак не приведет тут же к нехватке валюты. У многих предприятий огромные складские запасы. В среднем по промышленности запасы складские 75% месячного производства. Это значит, что в среднем промышленность может, вот не работая, еще большую часть месяца продавать свою продукцию со склада, если есть кому продавать. У отдельных предприятий такие запасы гораздо сильнее. Тот же БелАЗ, там запасов на 7 месяцев, по-моему, производства. Можно 7 месяцев ничего не производить, а продавать то, что есть. Иными словами, вот если теоретически завтра вот просто начнут бастовать все, вся экономика станет колом, вот на наш экспорт, на наличие валюты это скажется с большим лагом. Вот то, что начали бастовать, а через 2 дня валюта кончилась, такого не бывает в принципе. Тут нет никакой причинно-следственной связи. Все-таки я настаиваю на том, проблема не в том, что предложение валюты стало меньше, меньше валюты стало поступать в страну. Проблема в резко выросшем спросе. И забастовки тут ни при чем. Более того, пугают, вот вы будете бастовать, а что ж вы там есть будете? На самом деле, если бастующие перестанут там получать зарплату и зарабатывать деньги, у них будет меньше рублей, чтобы покупать валюту. То есть вряд ли можно ждать, что именно забастовщики, которые там не работают, вот именно они скупили всю валюту. Вось людзі, наши гледачы, чытачы, слухачы дакладней пагаджаюцца з вами у тым, што пишуть, Ольга Квашук піша, залатыя словы, ні копейкі не засталося на рахунках у банку. Сапраўды, я таксама быў сведкам таго, прыйшоў вось заплаціць таму банку там, по квитанции по своей, передо мной стою такі сур'ёзны мужчына, который там сказал, так, колькі там у мяне, здымаем усё. Это паника? Это начало паники. И на самом деле это очень опасный процесс, когда при желании там ни копейки государству, на самом деле можно наказать немножко самих себя. Сегодня давал комментарий, отвечал вот на похожий вопрос, и мне, значит, журналист задает вопрос, ведь вот наши деньги в банках – это те деньги, которыми ОМОНу платят зарплату. На самом деле нет. ОМОНу платят зарплату с наших налогов, а не с наших денег в банках. А с наших денег в банках выдают кредиты государственным предприятиям, негосударственным предприятиям, людям и так далее. И то, что в банке есть деньги, это помогает нам расплачиваться карточками каждый день, своими зарплатными и так далее. То есть, если вот поставить себе такую цель, да, там ни копейки на зарплату ОМОНу, поэтому давайте побежим в банк и снимем все деньги. Банковская система работает очень просто, она от нас принимает деньги, а потом выдает их в виде кредитов. Кредиты могут быть на год, на 3, на 5, на 10. То есть наши деньги, они в банке не складированы, они работают в виде кредитов. А в банке складирована вот маленькая часть денег, да, так называемая ликвидность, то, чтобы обслуживать там платежи клиентов, обслуживать платежи в карточках и так далее. Побежали вкладчики в банк, там, условно говоря, первые 20% забрали эту ликвидность, забрали вот эти живые деньги. Дальше у банка есть активы, это долгосрочные кредиты, а вот этих живых денег у банка нет. Это значит, следующие 80% вкладчиков
приходят в банк и просто ничего получить не могут. Это значит, что человек, у которого в этом банке зарплатная карточка, не может этой карточкой расплатиться, потому что вот у банка нет денег, все забрали вкладчики. Ложится вся банковская система, остальные вкладчики, повторяю, 80% не получают ничего, перестают обслуживаться карточки. Ну, этой серии «Назло маме отморожу уши». Я не думаю, что кому-то этим мы сделаем хуже самим себе. При этом, возможно, на зарплату ОМОНу в бюджете деньги останутся. До речі, ось про кредити люди, ну, я так думаю, слушно доволі зауважають. Ось, глядите, банки дають кредити і людям. Рашеннем кого там, Совмина, скажем, я-то не могу пайсці, ну, дакладней, я могу пайсці ў банк і взять кредит на будаўніцтва, але мне пад колькі яго дадуць? Пад процентаў там 16 до 20, что-то там скорее так, да. Скажем, супрацоўнікі милиции, супрацоўнікі прокуратуры, те ж самые ОМОНовцы, ну это тая ж милиция, яны атрымліваюць кредиты под 5%. Вот эта вот розница, это с наших грошек? Во-первых, эту информацию хорошо бы перепроверять. Во-вторых, вот, льготные кредиты – это чаще всего, если они есть, да, целевые государственные программы. То есть, ну, взяв у нас депозит под 13%, банк добровольно никому под 5%, будь то прокурор или ОМОНовец, кредит не выдаст. То есть, скорее всего, это работает так. Есть бюджетные деньги, эти бюджетные деньги там отдельно даются банку, скажем, там под 3%, да, а банк вот под 5% выдает какие-то целевые кредиты. То есть все-таки наших денег, скорее всего, это не касается. Деньги, которые взяли у нас под 13%, банк будет выдавать в качестве кредита там, ну, под 14, 15, 16, 20%. Олег Максимов вельмі настойліва патрабуе ад вас тое, чаго вы не любіце. Даваць прагноз. І піша, і ўсё ж такі, які даўгатэрміновы, хаця б до конца 2020 года прагноз по валютнай карзіне. Ось піша Олег. І сапраўды, вось можна казаць і прагназаваць, што тое, што мы зараз бачым, яно будзе ў нейкай прагрэсіі так вось і далей развівацца. Ці зараз вот раз і нейкім чынам адкоціцца назад. Ну, действительно, я такие вопросы не люблю, и последние дни я на такие вопросы отвечаю, что я не знаю, кто через неделю будет президентом, а вы меня спрашиваете про курс в конце года. На самом деле понятно, что в экономических процессах, которые сейчас происходят, в их основе лежит политика, и надо рассматривать какие-то политические сценарии, чтобы понимать, что приблизительно может быть с экономикой вообще, с курсом в частности. Да? Удастся как бы сместить этот режим, не удастся. Если режим останется, там тоже могут быть варианты, что он останется там как-то так лайтовенько, да, или зальет там все кровью. То есть тут как бы курсы могут отличаться в разы, и там в худших сценариях у нас вообще не будет хождения доллара к концу года. Если исходить из того, что все-таки сценарии будут лайтовые, кровью улицы города не зальют и не будут уже делать совершенно откровенных экономических глупостей, ну, потенциал роста к концу года минимум 10%. Как бы при наличии крови, при наличии глупостей, никакого максимума, никакого потолка я вам не обозначу. Но минимум 10%. Это атрымліваецца, что калі евро уже, ну, грубо кажучи, 3... Будет 3,30. Доллар там 2,55, 2,80. Ну, таксама заўважны рост. Сергей Ильин пытается ваше меркаванне наконт SWIFT. Ну, я так разумею, наконт такой санкцыі, як адключэнне Беларусі ад сістэмы SWIFT. Наколькі гэта рэальна? І як гэта можа паўплываць на дэмакратызацыю краіны і наш кашалёк?
Ну, начну с того, что я не считаю это реальным. Последний раз сам вопрос отключения SWIFT, он обсуждался в контексте России и в контексте там, Крыма, санкций за Крым и так далее. То есть там мы имели ситуацию с международной агрессией, аннексией, и на самом деле даже вот в таком случае дальше каких-то вялых обсуждений дело не пошло. С точки зрения международной общественности, ну, все-таки то, что происходит сейчас в Беларуси, это внутреннее дело, несмотря там на все оговорки, что там нарушение прав человека и геноцид, там, это не совсем внутреннее дело. Но я просто к тому, что если это не вели против России, я не вижу, что есть больше поводов вводить это против Беларуси. И опять же работает аргумент, санкции, которые будут рассматриваться, будут стараться делать, если их будут делать, это будут санкции против там людей, персонально виноватых в захвате власти, в насилии, там, фальсификации выборов и так далее. А отключение от SWIFT – это положить всю экономику, положить все банки, положить там всех вкладчиков, оставить без зарплаты всех людей, которые зарплату получают. Но я не вижу никакого резона вот такого наказания всех белорусов в ответ на действия просто там группы, которая удерживает власть. Спадар Вадзім, хацелася б вот крыху эканамічная будучыню з того пункту гледжання. Вось мы шмат казалі апошнім часам про тое, што мы тут IT-краіна, што у нас тут для IT-кампаній просто выдатнае месца працаваць і гэтак далей. Па апошніх звестках заявіла компания Viber, што яны адсюль сыходзяць, закрываюць свой офіс. Ходзяць чуткі, што іншыя буйныя кампаніі, IT-кампаніі ввогуле вывозяць, прапануюць сваім супрацоўнікам, як это правильно на этой мове называется, но вывести ледзь не сем'ямі ў іншыя краіны, альбо перавесці на дыстанцыйную працу, а яны тут закрываюцца. Ну, то есть фактычна што? IT-бізнес сыходзіць з краіны, ён не будзе плаціць падаткі, а плаціў ён падаткі за апошні год, выбачайце мяне, параўнальна з шмат якімі іншымі галіны вытворчасці. Што стаіць за гэтым працэсам і як яго можна спыніць, не спыніць, ці это уже не спынна? Вы толькі што гаварылі просто про тое, што мы расчараваліся ў дзяржаве. Можа быть, гэта вот таксама наступства этого расчаравання? Ну, это, безусловно, последствия, повторюсь, всего выборного процесса и того, что случилось на улицах страны сразу после выборов. Действительно, это IT – это крупные деньги. В прошлом году, если я не ошибаюсь, там может быть с точностью плюс-минус несколько сотен миллионов, $1,5 миллиарда в валютной выручке принес ПВТ. Это налоги, которые уплачиваются в этой стране, и это потом деньги, которые айтишники, получив в виде зарплат, идут, оставляют, может быть, кто-то на Зыбицкой, кто-то не на Зыбицкой, кто-то в ближайшей булочной и так далее. Остаться без этих денег, ну, не то чтобы прямо вот это как бы последний гвоздь, который похоронит экономику, это очень значимый фактор. И на самом деле, если с политической точки зрения в стране ничего не изменится, я не вижу причин, чтобы кто-то там крупный в IT-секторе сказал: ой, а мы передумали, ой, а мы останемся. На самом деле, самое главное и глобальное, что нам принес вот весь выборный процесс, у нас как бы так законы не очень хорошо работали, но вот такого правового нигилизма, который был там, начиная с выдвижения претендентов, там, формирования избирательных комиссий, посадок претендентов и так далее, такого правового нигилизма даже, ну,
ранее у нас не было. То есть власти привыкли там как-то демонстрировать там приверженность законам, да, и так далее. То есть сейчас окончательно стало понятно всем. Ни один закон не работает, ни один закон, написанный ими же, не работает. Полный правовой беспредел. Отобрать собственность можно у всякого, упаковать в тюрьму можно всякого, покалечить и убить можно всякого. Ну, как бы вот это вот такой самый общий фон, да, к которому нас привели события последних месяцев. И да, для бизнеса этот фон не самый комфортный. И опять же, компании, которые зарабатывают деньги, и что самое хорошее или, ну, нехорошее, что самое интересное, как бы компании IT, да, что такое с точки зрения там, это арендованное помещение, да, стол, стул, ноутбук на каждого работника. То есть это завод МАЗ там не перевезешь в другую страну, а IT-компанию можно за один день там перевести в любую точку земного шара. И на самом деле, если ничего не изменится, мне будут очень интересны мотивы тех, кто в этих правовых, в этой правовой ситуации рискнет здесь остаться. Ну да, сапраўды, айцішніку, як жартавалі, дарэчы, яшчэ і раней, вот гэты кейс з ноутбукам пад мышку ўзяў і паехаў, а там за тыя грошы, якія ён атрымлівае, і на месцы сабе ўсё купіць, нават чемаданчык не трэба з сабой весці. От улады і прапаганда падштурхоўваюць нас да думкі, што вот калі вы зараз тут спыніце свае гэтыя пратэсты, перастанеце воду муціць, усё хуценька назад устаканіцца, Александр Лукашенко навядзе тут парадачак, і ўсё будзе нармальна, і будете вы далей, айцішнікі, працаваць. Уявім сабе вот сітуацыю. Людзі забудуць, што ім фактычна плюнулі ў вочы тым, што падманулі з падлікам галасоў. Людзі забудуць пра тое, што іх там 7 тысяч як мінімум затрымалі і катавалі на акрэсціна ў іншых ізалятарах, і скажуць, ну ладно, забудем, простим и покаемся. Зменіць эта ситуация, верне давер, верне вот скажуць, ну добра, тады мы вот мало того, что сами никуды не з'язджаем, так яшчэ і наших сяброў там з іншых кампаній паклічым, каб яны ехалі ў хрустальны сосуд Беларуси. Мне такая картина не представляется возможной или сколько-нибудь вероятной. Да? Вот с Второй мировой войны 75 лет прошло, не забудем, не простим, да, или другой лозунг, никто не забыт, ничто не забыто. На самом деле, вот эти 7 тысяч человек, которые попали под жернова, да, не просто которые посидели, да, которых калечили, ломали руки, ломали ноги. Я думаю, на нашем небольшом клочке земли, как любит говорить бывший президент, каждый из нас лично знает таких людей, либо через одно рукопожатие. Я уже не буду рассказывать, что там все мы видели в интернете, да. Ну, наверное, я вот лично глазами видел спиток вот знакомых людей, которые мне просто вот на себе показывали последствия этих событий. Поэтому я на самом деле себе не представляю, что вот можно забыть вот это. И я себе с трудом представляю, что можно забыть украденную у людей победу. Ну, я думаю, об этом уже говорили сотни политологов, да, одно дело, когда там из 60% рисуют 80%, понятно, что это через месяц забывается, да, а когда мы проголосовали за одного президента, да, а кресло у себя удерживает другой, я с трудом представляю, что это можно забыть. Поэтому вот рассматривать такую модель или такую версию, а что будет, когда все забудут, ну, у меня, наверное, не получится. Наколькі ось я ведаю і чытаў рашэнне Еўрасаюза, ўсё ж таки вводзяцца візавыя санкцыі, і такі санкцыйны спіс будзе канкрэтны. Ні пра якія эканамічныя санкцыі размовы не ішло, тым не менш, вось нашыя гледачы пішуць, калі
будуць уведзеныя санкцыі супраць Беларусі, кампаніям ЕС і ЗША нельга будзе работаць з беларускімі IT-кампаніямі, а гэта яшчэ одна прычына пераезду і перарэгістрацыі кампаній. Але здаецца, пакуль жа ж пра такое размова не ідзе. Никогда не шла и вряд ли будут идти. Сейчас вообще, мне кажется, Европа очень аккуратно относится к санкциям. Они всегда четко разделяют, что санкции должны касаться там тех, кто виноват, и не должны касаться всего населения. То есть, если даже говорить об экономических санкциях, ну, теоретически это может коснуться там какого-то очень узкого круга предприятий, там, не знаю, торгующих оружием, там, да, вот что-то такое. То есть такого, чтобы вообще нельзя было работать там с белорусской компанией за это санкции, таких санкций я не вижу, их вряд ли введут. То есть не будет ЕС воевать с белорусским народом. Да? ЕС будет пытаться как-то усложнить жизнь виноватым, но ограничиваясь теми способами, которые не будут затрагивать там всех остальных. Это широкие экономические санкции там, против всех белорусских предприятий. Это как из серии запретят нам SWIFT. Нет, мне это не видится хоть сколько-нибудь вероятным. Давайте вернемся до таких, не прогнозаў, а просто аналітыкі. Вот калі вы уже сказали, что як мінімум курс беларускага рубля упадзе на 10%, не варта чакаць, что зараз наша эканоміка так уздымецца, что будзе рост заробкаў і мы не адчуем асабліва роста курса долара і еўра. Хутчэй за ўсё, вот чаго чакаць? Як это вот на нашай кішэні все адаб'ецца і на нашым узроўні жыцця? Скорее всего, заработки будут падать даже в номинальном выражении, даже в белорусских рублях. В валютном выражении с учетом роста курса они будут падать еще быстрее. Мы будем становиться беднее. Я думаю, что в течение полугода можно будет прийти приблизительно к уровню, на котором мы были в 2015-2016 году. Это чуть меньше $350 в эквиваленте. Атрымліваецца такая ситуация, что мало того, что будзе расці курс доллара, то мы нават заробки у нас будут поменьшаться. Не катастрофически, но немножко, скорее, по моему мнению, немножко будут понижаться в номинальном выражении. То есть тут немножко вниз номинальные зарплаты в белорусских рублях, немножко, может быть, немножко наверх курс, то с этим складываем, и будет заметное снижение доходов в валютном эквиваленте. Але тым не менш, заўсёды, як толькі пачынае расці курс долара, адразу мы бачым, як, можа, не адразу, не на наступны ўжо дзень, а праз тыдзень, глядзіш, і раз і цэннікі ў крамах змяніліся. І на пытанне, дык а чаму так? Адказ заўсёды просты. Так курс долара ж вырас. Атрымліваецца, што варта чакаць і гэтым разам роста коштаў у крамах, яшчэ на нейкія паслугі. На самом деле все уже не совсем так, как вы описали. Это может быть в далеких 90-х, в начале нулевых. Просто цены были напрямую связаны с курсом. Да? Вырос курс на 20%, в магазине хлеб подорожал на 20%. Сейчас эта связь не такая тесная. Понятно, что вслед за курсом дорожает импорт. Если брать какие-то отечественные вещи или продукты, там уже надо анализировать, какая доля импорта, сколько импортного сырья, импортных комплектующих, сколько на производство этого тратится энергии. У нас по сути, все энергоносители так или иначе привязаны к курсу. На самом деле, в течение многих последних лет, я уже не буду точно говорить скольких, точно не помню, но инфляция у нас ниже, чем девальвация. То есть,
грубо говоря, там при росте курса на 10% цены будут расти не на 10%, может быть, на 3-5%. В среднем, если считать инфляцию. Подчеркиваю, там импортная машина там вырастет ровно на сколько вырос курс. Да? Там, может быть, хлеб вообще не вырастет. В среднем рост цен будет отставать от роста курса иностранных валют. Ну і на заканчэнне агульнае пытанне. Што ж чакае эканоміку? Ничего хорошего. Тут, наверное, в эфире нельзя плохие слова говорить. Вот один важный аспект, о котором мы не успели поговорить. Наша экономика исключительно зависит от заимствований. Мы много лет не получали кредиты от МВФ, много раз обсуждали эту тему, но были кредиты на всякие инфраструктурные проекты от Всемирного банка, от ЕБРР. Мы периодически размещали евробанды на мировых рынках, а вот то, что нам уже там не хватало, мы добирали в России, где-то добирали в Китае. Вот сейчас западные рынки для нас будут закрыты, международные финансовые организации у нас будут закрыты. Часто звучит реплика: ну, Россия нам поможет. В ближайшие годы нам надо каждый год отдавать внешних долгов примерно по 4 миллиарда долларов. Из этого 3/4, то есть 3 миллиарда, нам надо рефинансировать. Одалживать каждый год. Я сильно сомневаюсь, что Россия возьмет на себя обязательство кредитовать нас на 3 миллиарда долларов каждый год. Поэтому что в нынешней ситуации делать с долговой проблемой, непонятно. И где-то на горизонте маячит страшное слово «дефолт». Да рэчы, вот калі простым людзям патлумачыць, вот дефолт, што гэта азначае? Вот для шараговага беларуса. Вообще это дефолт как бы по внешним обязательствам, да, казалось бы, но это дела там каких-то мировых банков, мировых буржуев, которые нам одолжили деньги, а вот мы их обманем, мы им ничего не дадим. На самом деле неспособность им отдавать валюту приведет к тому, что сначала правительство будет отдавать ту валюту, которая есть у нас золотовалютные резервы около 4 миллиардов долларов, вот с учетом вот этих долгов, которые у нас есть, без притока валюты, золотовалютные резервы за 2 года кончатся. А дальше, чтобы отдавать валюту, правительству придется выйти на внутренний валютный рынок и за рубли валюту покупать, чтобы эти долги отдавать. И тогда спрос на валюту будет не такой, как сегодня. Вот мы обсуждаем, вырос спрос на валюту, да, потому что ее там кто-то сотнями миллионов покупает. Если придет государство и начнет валюту миллиардами долларов покупать, то курс будет скакать на десятки, на сотни процентов. Вот таким вот образом это отразится как бы на кошельке простого человека. Да, таким чынам, парафразуючы на заканчэнне, можна сказаць, як там казалі, жыць будзем дрэнна, але недоўга, да? Я оптимист, поэтому меня не оставляет надежда, что все пойдет по лучшему сценарию. У нас будет другая власть. При другой власти не значит, что мы заживем вот прямо там завтра или послезавтра лучше. Это будет шанс провести необходимые экономические реформы. Это будет шанс получить поддержку от международных финансовых организаций. Это будет шанс одалживать деньги на развитие во всем мире на рыночных условиях, не под 9% в валюте, как нам дали бы сегодня, а под гораздо более низкие проценты. В этом случае у нас есть нормальные перспективы жить в нормально развивающейся стране. Дзякуй вялікі. Ну і ад Наталлі Вайтусёнак вам таксама. Вадзім, вы малайчына, падтрымліваем кожнае слова. Разумны чалавек. Вот з чым не магу не пагадзіцца, дык гэта з гэтым. На заканчэнне я ізноўку па завядзёнцы апошніх дзён дам параду нашим слухачам. Не спрачайцеся з ботамі і тролямі. Яны на працы, іх ні ў чым не пераканаеце. Вадзім Цой, разбярыцеся спачатку з трыкалорам, пад якім власаўцы УСС служили. Все, дякую вялікі. Зміцер Лукашук, Вадим Іосуп, сумесны стрым, Еврорадио і Е-прамовы.